Сейчас объясню. Это у нас стартовая линия, а та вот черная сторона это финишная. Финишная линия вот здесь будет. Девушки, вы... Дальше. Ну давайте вот до сюда. Вы должны дойти до сюда, да? Победителем становится та девушка, которая добежит быстрее. Здесь у нас записывают имена победителей. На старт! Внимание! Марш! Так. Итак, победитель. Кто у нас? Девушка сразу подойдите вот к Кире Александровне. Спасибо, девушки. Так, итак, у нас второе соревнование называется охотничьи лыжи. Сюда мы приглашаем двоих парней. Быстренько. Двое парней. Вам даются по 2 охотничьих широких лыж и по 1 палке. Суть игры тоже очень простая. Мальчики должны набежать до финишной черты, победить тот человек, который набежит быстрее. На старт! Внимание! Марш!
2, 3! Так, полей. Молодцы! Какие у нас девушки, да? Так. Итак, у нас третий конкурс. Конкурс называется «Участники должны почувствовать себя настоящими оленями». Мы приглашаем 1, 2, 3, 4, 5 5 мальчиков. Пожалуйста. 5 мальчиков. Быстро нужно. Быстро. Так. Одеваем копытца, которые мы вам сейчас даем. Вы должны почувствовать себя настоящими оленями. Быстро. Так. Одели, да? Веревку надо... Нет, не обмотай. Все одели, да? Так. Молодец. Все готовы, да? Сейчас будут гонки оленей. Посмотрим. Так. Наш второй олень почему-то... Что-то у него не получается. Все готовы, да? Так, итак, на старт. Внимание, марш! Итак, так, все-таки победители есть. Копытца обратно сюда. Сейчас на этот же конкурс мы приглашаем девушек. Так, девушки, желающие есть? Давайте быстренько одеваем. Только двое участвуют, да? Ну давайте, мы посмотрим, как они быстро побегут. Так. Ага, еще не еще есть, да? Так. Еще присоединились к нашему стаду оленята. Девушки, только осторожнее. Так. Затянули, да? Все готовы? Скорее всего, лучше широкими шажками. Ладно? На старт. Внимание, марш! Так. Осторожно. Да. Так, молодцы, поздравляем. Итак, у нас 4-й конкурс. Называется «Кочки». Здесь должны нам выйти 2 мальчика. Сперва с кочки на кочки они должны перепрыгивать и дойти до финальной черты. Вы должны представить, что здесь океан или... Ну, болото давайте. Ага, и с кочки на кочки вы должны перепрыгивать. На старт. Внимание, марш! Так, болеем. Молодцы!
Так, молодцы, молодцы, болеем за девочек. Кочки сами пошли. Как это? Кошки-то стоят на месте. Так, не готовы, но жюри все равно смотрит и выяснит, кто победителем станет. Так. Первая девушка дошла быстрее, но, по-моему, фактурила, да? А вторая девушка, так. Ну, жюри посмотрит. Так, молодцы, поздравляем. И сегодня в честь Эвенского праздника, да, мы хотим провести игру «Маякан». Называется «Маякан». Мы сейчас, пожалуйста, здесь у нас будет олень, и нам должны выйти настоящие... Настоящие оленеводы. Пожалуйста, приглашаем. Кто умеет пользоваться маунтом? Так, по одному маунту даем. Вы представьте, что здесь стоит самый настоящий олень. Так, все умеют пользоваться, да, маунтом? Ну, сегодня попробуйте. Все равно в жизни пригодится, тем более для мальчиков. Так. Вот, по-моему, умелец вот стоит. Как он хорошо держит. Покажите, как они должны держать маунты. А то вот мальчики не умеют. Вот сюда выйдите. Как вас зовут? Маркел? Пожалуйста, Маркел, пожалуйста, выйдите сюда и мальчикам покажите, как им правильно надо вот маунты держать. Не надо. Так. Сейчас. Еще один оленевод присоединился. Пожалуйста, вот возьмите маму. Вот один, еще вот один. Так. Желающих оказалось много, да? Пожалуйста, вот по кругу. Скорее всего, по кругу или по очереди. Как лучше? По очереди? Ну, давайте по очереди тогда. Так, сперва мы приглашаем Маркела, самого настоящего оленевода. Маркел, пожалуйста. Продемонстрируйте, как нужно поймать оленя. Так. Как вам удобнее стоять, так и постойте. Молодец, с первого раза. Так. Вот так надо. Так. И второй наш участник, как вас зовут? Щербачков. Пожалуйста, тут чуть можете поближе стоять. Как вам удобнее будет? С первого раза не получилось. Чуть поближе надо, да? Давайте. Так. Молодец какой. Поздравляем. Всех наших оленей они поймали. Как они умеют, да? Так. Да? Поздравляю. А сейчас вот наши мальчики, которые вообще никогда ни разу, по-моему, не пробовали, да? Давайте им возможность попробовать. Так?
Все-таки он, да, все-таки есть в крови что-то, да? Да. Мальчик. Мимо получилось. Ну, давайте еще раз попробуйте. Да. Да, оказывается, ой-ой-ой. Наши олени вообще, ну, их очень близки, да? Да. Еще один раз. Опять мимо, да? Снова мимо. И наш последний участник под номером 3. Да. Жорик, да? Жорик. Жорик, давай, давай. Так, мы будем болеть за Жорика. Жорик, Жорик. Чуть-чуть, ну давайте еще раз. Еще раз попробуйте. Когда еще вот предстоит такой шанс, да? Кто ему даст оленя, вот, чтобы он поймал? Сегодня ему мы предоставляем такой шанс. Ну давайте-ка. Снова мимо. Ну давайте закруглимся, да? И сейчас у нас последняя игра. Так, у нас еще есть желающие девушки, оказывается, участвуют, да? Так что давайте им тоже дадим возможность сегодня попробовать. Давайте, девушки. Первая наша участница, как вас зовут? Кыдана. Так, и вторая участница? Сахая. Так, давайте. Можете, конечно. Девушкам дается по 2 попытки. Так. Раз. Так. 2, 3. Первая попытка мимо. Сейчас, подожди, вторую попытку сразу пускай она сделает, да? А? Сразу пусть одна, да? Ну, давайте. Так, Сахая, молодец, молодец. Она поймала. Молодец. Поздравляем. Сразу с первой попытки. Так. Потом ты, Дана. Так. Мимо. Ну, не получилось. Ну, не расстраивайся, Дана. Так. Третья наша участница. Как вас зовут? Маша. Маша. Так, Маша. Можете вот и показать, как правильно надо использовать. А кто еще умеет? Все быстренько, девушки. Время идет. Так. Мимо. Ну, давайте еще раз. Ну ладно, не расстраивайся. И последняя наша участница. Так. Да, и вторая попытка. Давайте быстро. Ага. Как вас зовут, девушка? Евгения. Евгения, по-моему, очень хорошо умеет, потому что она девушкам показывала, как надо правильно держать мауты. Так.
Мы сейчас посмотрим мастер-класс. Девушки немножко волнуются. Так. Ну ладно. Время все равно идет, вот поэтому нам быстренько надо закончить, да? Итак, у нас сейчас последняя игра, которую все очень хорошо знаете. Это прыжки через нарты. Приглашаем всех, кто хочет участвовать на это состязание. Индивидуальные игры, прыжки через нарты. Так. Желающие сразу записываемся. Ну, подождите. Сразу. А то давайте быстренько. Так, Вова, да? Первый участник Вова. Нормально, да? Так. И все вместе читаем, сколько раз он будет прыгать. Не останавливаясь. Начинаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 35. Сколько получилось? 45. Так, второй участник приглашается сюда. Осипов Георгий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Так, молодец, молодец. Какой он легкий, да? Прямо как зайчик, как настоящий зайчик. Туда-сюда, туда-сюда. Раз, два, да? Молодец, молодец. Так, молодец, молодец. Все болеем, болеем. Так, поддерживаем нашего мальчика. Ансамбль «Ант», Зарядский автономный округ, встречайте!
Гриша, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Кидайте там, нет? Громче кидайте. Так, 72, поздравляем. И дальше у нас кто? Все, да? Больше желающих нет? Тогда у нас... А там кем-то? Так, итак, жюри через 10 минут подведет свои итоги, и мы будем аплодировать, и мы будем поздравлять наших сегодняшних конкурсантов. Немножко, пожалуйста, подождемте, да? Так, музыку немножко погромче сделайте, чтобы никому не было скучно, а потом уже продолжение праздника. Праздничная песня. Hande
Не уходим, не расходимся, поддерживаем других, запеваем. Так, под вторым номером у нас идет Сивцева Анна. Сивцева Аня. Без микрофона. Спасибо.
Who
President. Hejim etlay ikehna bi ele chelena shakucha janildi eveseldu namakkan janar tukurnan ekjan galen isudakun. Bidi gonjim namakkan eveselni hejabuttan tarak hejet jurmin duraggan. Dadurkan bi evinnes tarak ongul gabi huntaki ikeshidakun wotan bi janilgo tarak ikevredetten. Nomortan mintu kami dalkan hunte bisin boleh folklore nai mingi tikira bay bisa ku moda tikira bandas bijin ilantam chelenu aich nefriya 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 nefriya
Спасибо. Пока жюри совещается. Эвелина Тантайский луч. Гоголева Мария Егоровна. Колесова Гоголева Мария Егоровна. Спасибо. А ваш костюм это национальный, это зимний вариант? Спасибо большое. Я Мумский Илус, меня зовут Дмитриева Светлана Георгиевна, руководитель ансамбля «Долгунчак». Представляю знаменитую охотницу Чипцовой Евдокию Егоровну Долгунчак. Эта женщина-легенда Эвенка воспитала 5 сирот якутских. Это моя приемная мать. Вот она была и знаменитый охотник. Ее это праздничный весенний и летний костюм. Уже в этом пальто 70 лет. Ручной труд, так, в основном, так как она охотник и дитя оленя, и вот поэтому у нее весь узор эвенский именно напоминает природу. И еще вот она и как раз выступала в этих костюмах в Москве. Так. Она была и певица, она была и мастерица, она и чемпионка по стрельбе. Поэтому я очень горда, что меня воспитала такая знаменитая женщина Эвенка. И вот она подарила этот костюм мне. Благодаря ее, вот этот костюм я ношу. И в честь ее организовала Эвенский национальный фольклорный женский ансамбль «Долгунчак». Я думаю, что мы продолжим ее вот традиции, ее шитье. Она научила меня шить, и вот как раз одела вот этот костюм, который меня научила. Этот костюм я шила 3 месяца, потом даже отказалась, потому что она очень хорошо показывала, так в то время я была молодая, поэтому не хотелось мне дальше шить. Но научилась и выделить и камусы, и шить унты. Так что очень благодарна. Давайте вознаградите свой национальный костюм, рассказывайте, одевайте, не стесняйтесь. Очень красивые костюмы, именно эвенских, олимпийских, югогирских, наших замечательных женщин природы, тундры, а также вот оленевода и охотников. Спасибо. Спасибо. Подхожу к единственному мужчине, который участвует сегодня в нашем дефиле. Меня зовут Идукин Аркадий Георгиевич, родом я из села Лётун Аллаховского улица. Вот костюм я представляю летний вариант. Рисунки имеют сакральное значение. Шила мне моя мать, народная мастерица Республики Саха-Якутия. Вот она стоит здесь, Идукина Анна Степановна. Вот хочу рассказать немного о рисунках. Вот полосы на рукаве – это следы упряжки оленей. Синий рисунок – это горы, а красный рисунок – это солнце. На груди нарисованы, значит, следы ног оленей, и вот красные – это следы, не помню, ну, вот тоже что-то с солнцем связано. Спасибо за внимание. Сегодня ты родился,
Юкагирской национальный танцпол конференции. Примером она юкагирка. Ну-ка, девочка, скажи-ка, как тебя зовут? Настя. Что есть? Спасибо. Тебе сколько годиков? 4. А кто тебе костюм такой красивый сшил? Бабушка? Бабушка шила. Вон она, бабушка, показывает руками. Шили АНС. Теперь слово вам, Анна Степановна. Я Анна Степановна Идукина, родом из Ульяновского района, потом я в Аллаевке приехала, замуж вышла. И сейчас там живу. Вот, и мы шили национальные одежды. Первые, 93-й, 4-й, мы были выставки в Москве, Ленинграде, везде ездили. После этого нам давали мастерицы России. Мы стали там 5-6 мастериц были. Сейчас молодые-то они же шьют хорошо, учились. Вот. Тогда нам было-то никто не шил. Мы сами шили все. Я шила вот эти национальные одежды, я видела Березовский район. Там мы жили, работали, и не национальные одежды были. В этом роце старинные. Вот это мы взяли и шили. Вот, все. Я вот редко приезжаю в это направление. Сейчас предыдущий дом, это старые, а молодые сейчас живут и все. Спасибо большое. А вот эта вот прелестная девочка, она самая маленькая наша участница, ее зовут Макшана Шелканова. Это внучка Владимира Николаевича, который занял первое место по хэджи. Дальше передаю. Как передавать? Анисимова Алла Светлана Тимин, Анки факультет фольклора и искусства Мамата Дудява. Я Абрамова Ирина Васильевна, Ульяновский улус. Мать была из Аллаевского улуса, отец из Уянде, Ульяновского улуса. Так, все мои предки эвены, поэтому я тоже стала вот эвенкой настоящей, пою, танцую, и до сих пор я держу свою традицию и вот своими сверстниками пою, и все время хожу с ними. Мы тут участвуем в ансамбле «Дюкабель» по приглашению тренера Акулины Петровны. Мы очень рады, что мы присутствуем на таком красивом празднике встречи солнца. Мы организовали женщины с севера, северных улусов, ансамбль «Дюкабель». Работаем уже 3-й год. И в этом году мы при обществе женщин-северянка вместе с ансамблем Акулины Петровны и начали местную работу. Мы от женщины севера, Дюкабель, пропагандируем песни северных улусов. И вот у нас мужчины свой костюм сценический, поэтому у нас, конечно, не натуральный, поэтому сценический, как говорится, с нарядных таких красивых цветов тоже шито неплохо. И украшения тоже мои женщины все шили сами. Я руководитель ансамбля Попова Тамара Дмитриевна. Я Егорова Галина Степановна, я люблю Соболюска, но я в ансамбле Иванский хожу, потому что я очень люблю петь Иванский и я танцевать люблю. У меня вот Акулина Петровна вот костюм шила, она вам теперь сейчас расскажет.
например, если взять Паттук, да, вот, например, это горы Ойотунга, это озеро, на котором есть вот такие ягоды Эннамта, это называется. А это горы Шаман-гора. А тут тоже всякая живность, там и дикие олени ходят, и белые песы, и это. И вот, наконец-то, у нас олени. Это все мое богатство. Спасибо за внимание. Сельцова Наталья Васильевна, Устьянский УЗ. Колесова Галина Дмитриевна, Омский УЗ. Спасибо. Сейчас всех участников прошу сделать нам круг почета. Нет, подождите, они круг почета пройдите, потом по одному к столу к жюри подходим и идем. Большой круг. Аплодисменты, почему-то очень тихо. Смотрим, Сюда проходим. Сюда показываем. Медленно к столу подходим, потом дальше проходим. Анна Светлана. Есть. Номер 8. Еще раз. Анисимова Татьяна, подойди, пожалуйста, к столу жюри. Анисимова Татьяна. Подойди вот тут вот. Иди сюда. Круг. Все, спасибо. Гоголева Мария Егоровна. Смотрим. Отчество. 3 номер Колесова Галина. Спасибо. Все, да? Ага, все. Абрамова Ирина Васильевна. Ирина Васильевна. Не сильно далеко пошли. Ирина Васильевна, передник, покажите. Можете повернуться. Спасибо, Ирина Васильевна. Балаганчик Евгения, Среднеколымск.
именно северного нашего народа, эвенков, югагиров, нету. Танцевали корякский танец, 2 пары, как поощрительные мы дадим. И на следующих вот таких, если будут танцевальные, очень просьба, давайте свои национальные танцы. Танцы, например, мастериц, танцы оленя, танцы охотника. Вот движения все корякские. Так. Единственное, постаралась показать Колесова танец мастериц, но у нее немножко